Прывітаем вас, сябры. Сёння мы на акрэсці сустракаем наших сяброў. Вось мы толькі што паглядзіце, якая у нас інтэлігентная моладзь. Я вас хацела пазнаёміць, гэта Нікіта. Ён толькі што выйшаў таксама з Акрэсціна. Мікіта, распавядзіце, калі ласка, як вы трапілі ў гэтае цудоўнае памяшканне, што адбылося такое, што вось сёння вас сустракае вялікая колькасць сяброў. Здравствуйте. Мы с товарищем вместе праздновали день рождения нашего общего друга, с которым мы вместе знакомы по студенчеству, жили в общежитии. Вот. Моего товарища зовут Влад, меня зовут Никита. Мы, получается, после бара шли в сторону филармонии, и где навстречу шла большая группа ОМОНа. Линия ОМОНа. Линия ОМОНа, да, то есть это ланцюгом вытягнулись. Это было очень в каком-то плане забавно, потому что ОМОН ждал зеленый свет, да. И вот он зеленый загорелся, и они просто рванули, как бы. Мы развернулись, попытались отойти в сторону. Я хочу сразу сказать, что мы слышали предупреждение, и мы уже шли назад. Но мы просто-напросто, скажем так, уйти от этого вот, ну, как бы, я не знаю, как нашествие, не успели. У меня вообще было больное колено, я как бы, не успевал отойти в сторону толпы, у меня было оно перемотано эластичным бинтом, я отошел в сторону, чтобы им не мешать. Да. Собственно, после этого мне скрутили руки, меня забрали. Дальше начали забирать. Вот, я стоял перед Владом, вот, я уходил в сторону, получается, бежал, за мной гнался ОМОНовец. И меня, получается, уже словил другой, я такой думаю, ну ладно, прыгнул, вот так вот, я на него прыгнул, все, и то есть меня повели. Скажите, вы нечто кричали, мабуть, там... Нет, я задал единственный только лишь вопрос, за что меня задерживают. Так. И когда меня попросили проследовать, я сказал, окей, хорошо, то есть давайте будем вось маленькі такі нюанс ёсць, тому што у нас астатні час затрымваюць у цывільнай вопраткі. Вас у міліцыянты затрымвалі, альбо невядомыя людзі, якія не показали вам? Это были люди то есть в спецодежде, то есть я видел. ОМОН. Угу. Дальше, получается, мы, допустим, с Владом, мы были в разных машинах, меня посадили, не знаю, как правильно это назвать, МАЗ. Вот, пригласили меня сесть на пол. Вот, мы сидели, разговаривали с ОМОНовцем. И вот единственное, что я вот, допустим, заметил, это то, что вначале со мной начали крайне агрессивно общаться, но затем, когда вот посмотрели мои личные вещи, посмотрели, что у меня лежит там 2 книжки по китайскому, у них отношение ко мне изменилось. Они начали со мной общаться, и, если честно, не знаю, может это у меня такая вот наивная вера, но мне кажется, кому-то вот просто было стыдно, потому что вопрос ОМОНовца был, блин, а зачем ты тут, ну, вообще был тогда? На во что ты вышел на улицу? Да, на во что ты вышел, типа, ну, то есть ты нормальный парень, типа, как-то... Сиди дома, да? Да, у нас в автобусе никому не было стыдно, абсолютно, то есть людей заводили, кидали на пол, говорили сидеть на коленях, руки за голову. Были такие случаи, меня вторым загрузили, то есть был один человек, меня загрузили вторым, потом добавляли людей, садили в проходе, садили между сиденьями. Ну, естественно, на сиденье никого не садили. Когда люди спрашивали, почему задержали, никто ничего не объяснял, никто не представлялся. Человек говорил, что у него больное сердце, на что ему сотрудники ОМОН отвечали: подышите глубже. Да, человек просил воды, воду дали уже в РУВД спустя, наверное, часов 6 после задержания. Собственно, именно обращение сотрудников ОМОН, оно было крайне агрессивным, поскольку они постоянно выкрикивали разные угрозы, они, вплоть до того, что они подходили к нам ко всем, не подходили, стоял один человек сзади, один спереди, кричали, что вы поломали себе жизнь, идиоты, придурки и так далее. То есть я не буду выражаться нецензурной лексикой. Вот. Потом нас привезли в РОВД, я не знаю, как было у ребят, нас поставили к стене, мы стояли вот так вот лицом к стене, подпирали стену. Наверное, на протяжении 2 часов это происходило, пока серию, там, наверное, человек 40 было в заводском РОВД, пока всех не обыскали. Обыскали, взяли личные вещи, и вот, наверное, на протяжении 1,5-2 часов нам не разрешали сильно двигаться. То есть, ну вот мы стояли, как будто такие особо опасные, тяжкие, серьезные преступники. Вот. Потом, наверное, когда ушло все руководство, спустя несколько часов милиция стала немного более адекватнее, то есть разрешили развернуться, разрешили сесть,
Потом мы уже немножко начали с ними говорить, и вообще такое чувство, что они вообще не понимали, кто мы, что мы здесь, почему здесь сидим и за что нас задержали. То есть они говорят, просто нас оставили на ночь, и, собственно, мы выполняем свой приказ, ничего вам объяснить не можем. Опять же, на вопросы, в каком статусе мы находимся, они не отвечали. Когда мы им объяснили, что, видимо, мы находимся в статусе задержанных, попросили объяснить наши права. Права нам не разъяснили, сказали, к сожалению, обращайтесь к руководству, руководство не приходило. Было достаточно холодно, нас, наверное, на улице держали на протяжении часов 7. И, собственно, нельзя, наверное, держаться. Нельга больше за 3 годины, да. коли... Да, как минимум люди должны задерживаться, задержаться в комнатах. Так. Вот. Международное право тебе помогло. Не, я жалобу в прокуратуру написал. Вот, собственно, мы, на протяжении, наверное, часов 6-7 стояли на улице, нам никто ничего не объяснял. Там вызвали группу из нескольких человек, с ними долгое время разговаривали, вернули. Потом начали по одному человеку вызывать и допрашивать, что делал, куда шел, почему. И большинство людей, они просто шли там, кто-то с бани, кто-то с бассейна, кто-то с женой гулял, там человек говорит, я с бани, у меня полотенце в сумке. То есть, абсолютно какое-то непонятное, никаких причин вообще для того, чтобы задерживать людей не было. К нам в автобус загрузили человека с велосипедом. Я не знаю, как они его задержали на велосипеде, то есть затаскивали. Гэта вельмі вядомая гісторыя зараз у Беларусі, Да, насправді. собственно, закидывали велосипед в автобус, и вот человек стоял вот так вот Я с как раз велосипедом видел на это, протяжении 7 получается, часов ко на улице. мне, получается, до онлайн-суда, который у меня вот буквально час назад состоялся. Получается, 2 ребят привели, это как раз-таки, скорее всего, это знаменитая история, по-моему, это в субботу задержали ребят. Один просто шел, а второй заснял это, и вот он говорит, я дурак, что я поехал просто на второй круг, он хотел снять номера. И на втором круге просто его задержали. Но в целом я просто сейчас, что бы хотел сказать, это вот пока, на самом деле, этот стрим, мне кажется, он выглядит как жалоба 2 молодых Не-не, парней. На самом деле нет никакой Но, жалобы, мы просто рассказываем, как это было на самом деле. Я во всяком Я, случае. допустим, я вот не очень хочу, я хотел бы сконцентрироваться немножко на других вещах. Я бы хотел выразить огромную благодарность, во-первых, своим сокамерникам, которые были со мной. Это были очень достойные, интеллигентные люди, с которыми эти 3 суток лично мне было прожить намного легче и приятнее. То есть, я думаю, без них я, допустим, вышел бы, наверное, в наиболее худшем настроении, и в целом мне было бы плохо. Другой момент, который я бы хотел поблагодарить всех своих друзей, которые пришли сегодня, которые поддерживали меня, которые меня искали и которые переживали. Я еще пока не закончил факультет международных отношений, но я вот знаю, что пост Влада о нашем задержании собрал 9000 человек, большинство из них это прокомментировали ребята с ПМО. Я выражаю просто огромную благодарность каждому, потому что, не знаю, где-то на ментальном уровне вот осознание вот того, что, наверное, тебя поддерживают, это очень помогает, это очень согревает. И в целом я хочу поблагодарить всех белорусов, потому что, на мой взгляд, вот именно сейчас мы находимся на этапе формирования нашей белорусской нации, и мы начинаем просыпаться. Так что я призываю проснуться всех, идти просто вот за собой. И в первую очередь хочу еще обратиться к сотрудникам наших силовых ведомств. У каждого из вас есть выбор. У каждого из вас. Каждый раз вы приходите домой, и я уверен, почему-то так часто бывает у сотрудников силовых ведомств, часто дети — это дочки. Поцелуйте своих дочерей. Неужели вам не стыдно? Кого вы боитесь? И такое я хотел бы фидбэк сделать с 94-го года. Всем. Неужели вы боитесь Бабарика? Все. Все, що я би хотів сказати. Дякую. А про умови там, які зараз на Акрестіна, тому що до нас доносяться вельми такі неприємні відгуки, що проблеми з водою, проблеми з тим, що хлоркою вимивають постійно камери, і люди не можуть дихати за рахунок того, що зачинені окна, зачинені двері постійно. Что касается условий, то все, что я бы хотел сказать, что вот действительно было сложно, то, что не было передачи, и все, чем ты можешь заняться, это ходить по кругу.
вот 3 дня просто ходить по кругу и думать о чем-то. Тобто І ні общаться. аркуша нема, ні паперу, ні книг, Нет, ні вообще нічого. ничего, вообще, то есть вот из личных вещей я просил вот взять хотя бы книжку, ничего нам из этого не предлагали, то есть не разрешали, вернее, правильно сказать. Вот. Что касается хлорки, я слышал об этих случаях вот от других людей, но конкретно меня это не касалось, то есть в этом плане повезло. Что касается воды, она везде плохая в Минске, то есть питьевую, естественно, нам никто не давал воду. Вот, а пили мы ее из-под крана. Я думаю, ну, это все ничего не знают, везде в Минске вода не очень. Згодна. Як ви мяркуєте, 15 сотняў без воды, гэта магчыма весну вытрымаць? 15. Альбо гэта здзека? Ну, для меня я пережил 3 суток, то есть, ну, вы знаете, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. То есть я, в принципе, относился ко всему, что ли, позитивно. Я и не в таких условиях, чего все хорошо. Да, главное... То есть главное, на мой взгляд, вот я себе говорил и старался говорить своим сокамерникам, что мы должны принять это и просто быть вот друг за другом, держаться и помогать друг другу, общаться, то есть занимать друг друга чем-то, чтобы разные ситуации бывают разные люди. Кто-то выдерживает, кто-то нет, кто-то становится слабее, то есть все бывает. Действительно, главное... Щирий дякую. Вот Я это бачу. идет мой, Так, уже за вами йдуть. Сябри, я б хотіла вам показати нашу пригожу молодь, яка зараз вийшла з Окрестіна. Сябри, нічого не бойтеся, ми побач з вами, ми закликаємо обороняти. Кожен зараз, хто з нас виходить, це активіст за Білорусь, тому живе Білорусь і стоп таракан. Побачимося, я мяркую уже у вольній Білорусі. Может быть. Щиро вам Знаете, дякую. Я в заключение всего хочу сказать, что на самом деле, если ты не делал ничего плохого, то не стоит этого бояться. Потому что ты прекрасно понимаешь, что ты абсолютно мирно, никого не трогая, шел по проспекту. Более того, мне после всего этого скинули видеозапись, как меня задерживали. Где видно, что я не оказываю никакого сопротивления, где видно, что я разворачиваюсь и ухожу, чтобы не мешать сотрудникам милиции идти и выдавливать толпу. Поэтому, если вы правы, если действительно за вами правда, то нет никакого смысла бояться. Згодна. Щиро вам дякую. Ви не були на Окрестіна, я так розумію, вас у той же день після затримання? Нас отпустили в тот же день, но суда как бы до сих пор не было. Поэтому, да, нам вручат повестку и впоследствии будет суд. Собственно, санкция до 30 базовых либо административный арест, но я думаю, что навряд ли есть какие-то основания для административного ареста, учитывая, что есть видеозапись, учитывая, что сотрудниками милиции вели себя уважительно и вели себя достойно. Я вельми сподіваюся, що так відбудеться. Щиро дякую вам. До зустрічі. Я сподіваюся, ось у такої ось пригожій на природі, де ми гуляємо, вольні люди, абсолютно дихаємо свіжим повітрям. Тому побачимося ще. Дякую вам, сябри. Живіть Білорусь і до зустрічі у наступному ефірі. Ми сьогодні на Окрестіна будемо освічати те, що відбувається у нас тут. Дякую, до побачення. Спасибо. Да, можно еще вопрос?